ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 9:00, поселок Шадаяк. Проверка строительства жилых домов. Это часть рабочего визита Игоря Ковзеля, председателя Госсовета Республики. Первый адрес – совхозная, 24. Он уже знаком сыктывкарскому чиновнику. Прошлая проверка была в апреле. Тогда работы отставали от графика на 2 месяца. Причина – задержка кировским поставщиком железобетона. Кроме того, нарекания вызывала кровля. На сегодняшний день весь кровельный материал поступил на площадку. Кровля, стропильная система смонтирована, выполнена пароизоляция. Сейчас приступают с понедельника к монтажу профлиста. То есть весь материал на площадке завезен. Это простой был связан у нас с закрытием дорог. Большие грузные машины не могли проезжать. Игорь Ковзель сомневается, хватает ли рабочих. Его уверяют, на участке работает 28 человек. Нагнать темп поможет их увеличение. На следующей неделе приедет 4 новых сотрудника. И сразу же в здании начнется отделка. Похожая ситуация на больничном переулке. Бригада из 12 каменщиков прибыла из Ингушетии. В командированных есть большой плюс. Они работают без праздников и выходных. Следующий участок находится в поселке Дальний. За одним забором сразу 4 дома. Не все из них изменились за последние 1,5 месяца. Причина уже знакома. Подвело отсутствие железобетона. Во избежание подобных инцидентов впредь сыктывкарский чиновник дает рекомендацию. Ежедневно на штабе запрашивать не только состояние текущее по кирпичу, но и по тем вещам, которые потом потребуются для отделки. Батареи, трубы, окна, утеплитель, сайдинг, кровля. Я уже сталкивался, когда мы не могли купить кровлю на объект, потому что сезон. Все. Ни кровельщиков нету, ни кровли нет. Потому что все одновременно делают по всей республике кровли, по всей России. В следующий раз Игорь Ковзель планирует вернуться в Ухту в июне, однако следить за строительством собирается практически ежедневно. Работа на каждом строительном участке будет транслироваться в онлайн-режиме. В наш город видеокамеры прибудут в конце этой недели, а на следующей ожидается первая трансляция. Изначально она будет доступна только ряду чиновников, но председатель Госсовета считает, в ближайшем будущем нужно расширить доступ для всех желающих. Возможно, это подстегнет строительные организации, ведь в данный момент возводится 9 домов. Все должны быть сданы в конце ноября этого года.